Всем привет. Спасибо, что пришли, мы ценим это. У кого первый вопрос? Дэна, на неделе ты сказал, что, судя по тренду, этот поединок может стать самым большим в истории. Есть ли у тебя какие-то новости по этому поводу? И как думаешь, почему именно этот бой такой большой? Обычно в зарубежных кардах вы теряете часть выручки, часть внимания. Какие показатели у этого боя и что делает его таким особенным? Ну да, в США сейчас сколько? 6 утра, так что новых показателей у меня пока нет. Но я получу их ближе к полудню, к часу дня на Вест-Коусте. Но правда здесь в том, что, кстати, выяснилось, что многие люди в бизнесе не знают этого, но Хабиб одна из крупнейших звезд вообще в спорте, не только в UFC. Он одна из крупнейших звезд спортивного мира. Так что я, кстати, знал, что сегодня мне зададут подобный вопрос. И смотри, видео с Хабибом сгенерировали 222 миллиона просмотров. И контент с ним только на Фейсбуке собрал более 100 миллионов просмотров за этот год. Так, что еще можно рассказать? В общем, он бьет все рекорды в Инстаграме. Я могу весь день так продолжать. За его персонажа играют чаще всего, глобально, в видеоигре. Притом второму номеру до него далеко. И, в общем, тут куча разных показателей, можно весь день перечислять. Но Хабиб побил кучу рекордов, и этот бой такой большой, потому что многие считают, что Джастин со своим стилем может побить его. Так что тут есть все для огромного боя. Тут есть суперзвезда и парень, который выходит после впечатляющей победы против очень серьезного оппонента. И многие считают, что он сможет побить Хабиба. Хабиб, вопрос для тебя. Как Дэна сказал, ты огромная глобальная суперзвезда, но здесь, мне кажется, ожиданий и давления еще больше. Я знаю, что ты очень любишь здесь находиться, в Абу-Даби, в Эмиратах. Но есть ли такое, что тебе здесь тяжелее выступать? Из-за тех ожиданий, из-за того внимания, которое к тебе здесь приковано? Тяжелее ли тебе здесь биться, чем, например, в Лас-Вегасе? Привет, ребят. Да, конечно, это немного все усложняет. Но вообще это всегда тяжело, когда ты бьешься, гоняешь вес, когда такая большая ответственность на твоих плечах. Это всегда тяжело, это никогда не проходит легко. И сейчас, конечно, это и для меня особенное время. Я бьюсь здесь, в Абу-Даби, в условиях этой пандемии, при том, что на поединке не будет людей, не будет публики. Так что да, это немного тяжело. Однозначно, это будет большая победа для твоей карьеры, это важный бой. Мы знаем, что ты пока нацелен на рекорд 30-0, мы не знаем, с кем ты планируешь побиться, но если ты выиграешь этот бой, следующим шагом будет 30-0. Когда бы ты хотел провести 30-й поединок? Какие примерно сроки ты бы хотел попытаться выйти на 30-0? Честно говоря, мне не нравится это слово «если». Кто знает, что произойдет, например, завтра. Я сфокусирован на бое с Джастином Геджи в эту субботу. И что UFC готовит для меня после этого поединка, этот вопрос надо задавать Дэне, потому что он, знаете, он ведь звонит нам, и потом мы обсуждаем бои, так что я не знаю, что будет дальше. Сейчас я сфокусирован на Джастине Геджи. Вопрос для Джастина Геджи. Мы говорили с Хабибом ранее, и он сказал, что планирует вымотать тебя, и к третьему, к четвертому раунду будет пытаться финишировать. Удивлен ли ты, что он так думает, учитывая твои выступления и тот темп, который ты держал, закатывая яркие поединки? Нет, я знаю, что он максимально уверен в том, что он делает. Это ведь сработало 28 раз. Так что вполне ожидаемо, что он думает, что вымотает меня. И, кстати, я сам себе говорил, что он вымотает меня, потому что это подталкивало меня изо дня в день. И я настоящий боец, я всегда выкладываюсь, выходя туда. И, в общем-то, это мое дело. Я занимаюсь этим так же долго, как и он. Это укоренилось в нас обоих. Так что в субботу я выйду и выложусь на 100%. И уверен, буду горд своим выступлением. Дэна, очевидно, ты невероятно заряжен, заинтригован этим поединком, но как, по-твоему, он пройдет, когда они уже выйдут в октагон? Понятия не имею, в том числе поэтому этот поединок настолько интересен, знаешь. Ты вроде как знаешь, что Хабиб будет делать, вроде как знаешь, что Джастин будет делать, но когда они выйдут туда, все что угодно может случиться. Опять же, в том числе поэтому данный поединок настолько веселый, интересный и интригующий для всего мира.
прошлом ты пару раз даже давал гарантии, понятно, что не всегда получается это делать, но можешь ли ты гарантировать, что это будет яркий бой? Напомни мне хоть один скучный бой у него. Я гарантирую. Назовите мне хоть один его скучный бой, таких просто не существует. И также... У меня нет точных цифр, я, кстати, вроде хотел взять и совсем забыл, но сколько он проиграл? 2 раунда за всю свою карьеру. Он непобежденный. Так, но сколько раундов он проиграл за все время? 1. 1? Я считаю 0, но официально 1. Всего 1? Да, так говорят. Да, так что... Знаете, Хабиб идет по пути к... не только званию величайшего бойца в истории дивизиона, но также, слушайте, я считаю, что если он побьет Джастина Геджи в эту субботу, то он должен быть первым номером Pound for Pound в мире и будет в шаге от статуса величайшего бойца в истории, но он сам не любит говорить эти «если». Он не знает, сколько он еще будет биться, сколько поединков он проведет, но то, что он уже сделал, это впечатляет. Он сидит... Вы все знаете, как я отношусь к Джону Джонсу. Мы постоянно говорим о достижениях Джона Джонса, а сколько у Хабиба боев он все еще не проигрывал в очень жестком дивизионе. Вопрос Джастину. Мне интересно, глядя на предыдущие поединки Хабиба, видишь ли ты какие-то ошибки со стороны его оппонентов? Или же он настолько хорош, что всех их превосходил? Знаешь, я не смотрел ни один бой Хабиба в процессе подготовки. Конечно, я следил за его поединками в карьере, потому что я огромный фанат ММА, но, получив его в оппоненты, я их не пересматривал и не анализировал. Я всегда фокусируюсь на том, чтобы быть лучшей версией себя. Я очень долго работал и, повторюсь, он ни разу не бился с человеком, который боролся так же долго, как и он. Я стану первым. Все его оппоненты говорили, что они готовы, но я не позволю ему прижать меня к клетке, потому что иначе у меня будут огромные проблемы. Так что мой план на бой, если он хочет бороться, будем бороться в центре. И в каждую секунду поединка, как я 1000 раз уже говорил, я буду пытаться наносить урон. У меня плотные кости, и я буду бить ему по ногам. С этого я начну, а там посмотрим. Вопрос Хабибу. Джастин только что упомянул борьбу, и мне интересно, можешь ли ты как-то разъяснить, в чем разница между твоей борьбой и борьбой американского борца первого дивизиона, например? Я думаю, что было бы корректнее спросить, в чем разница между дагестанской борьбой и американской борьбой. Вот это хороший вопрос. Я думаю, что разница большая, и... Я знаю, что он умеет бороться, но сможет ли он бороться все 25 минут? Потому что, вот я, например, сегодня с DC говорил и сказал ему, вот в последнем поединке со Стипом Миочичем ты схватил его ногу, перевел на землю, и он очень быстро встал, и ты закончил, больше не пробовал даже. И в итоге все оставшееся время раунда они бились в стойке, но между мной и DC тут большая разница в том плане, что если я, например, буду пытаться провести тейкдаун, и от первой попытки он защитится, я продолжу делать это. Я буду всю ночь бороться, знаете? Всю ночь я буду бороться, и в этом большая разница между американской и дагестанской борьбой. Джастин не раз говорил о его намерениях наносить максимальный урон, и многие люди говорят о его настрое перед поединком. Считаешь ли ты Джастина Геджи уникальным в этом плане бойцом? Да, знаете, всегда, когда он бьется, он начинает очень быстро, он очень опасен в первом раунде, очень опасен. Я думаю, что он и Конор — это 2 самых опасных бойца в первом раунде. Но если мы посмотрим, если взять, например, 2-й, 3-й раунды, там они уже на уровне обычных бойцов. Джастин, вопрос для тебя. Ты открыто говорил, что хочешь представлять США здесь, в Абу-Даби, в поединке против Хабиба. Как ты думаешь, делает ли этот бой больше тот факт, что Олимпиаду перенесли, и у нас сейчас не так много спортивной конкуренции между стран? Не знаю насчет этого. У нас все-таки индивидуальный спорт, и он отличается от многих других видов спорта. От всех видов спорта он отличается. Конечно, представлять США — это огромная возможность. Я, как паренек из Саффорда, Аризоны, даже не мечтал об этом. Тем более на другом конце мира, в Абу-Даби. Гляньте, как тут красиво. Я никогда раньше не был в подобном месте. Я вообще не должен был здесь быть. Это место Тони Фергюсона. Но, слава богу, мне предоставили эту возможность, и я забрал у него это место, забрал его душу. Так что, да, я готов выступить. Я выложусь. Это есть в нас обоих. Мы выйдем и будем биться за свою жизнь. Потому что мы настоящие бойцы, так что да, это огромная возможность для меня, для моей семьи, для моей страны, для небольшого городка Сеффорда в Аризоне. Так что я очень горжусь этим.
Тот же вопрос для Хабиба. Значит ли для тебя что-то тот факт, что ты представляешь свою страну, или же ты воспринимаешь это прежде всего как индивидуальный спорт? Да, для меня это ничего не меняет, знаете. Для меня все по-прежнему. Он мой оппонент, очень жесткий парень. Он умеет бороться, умеет бить руками, ногами. Он всесторонне развитый боец ММА, временный чемпион, его многие знают. А так, когда я бьюсь, я никогда не думаю о том, что это какое-то противостояние стран. Для фанатов, может, это так. Фанаты, возможно, так это воспринимают. Хабиб, ты бился со многими сильными ударниками в прошлом. Эдсон Барбоза, Дастин Порье, Конор Макгрегор. Как ты оцениваешь Джастина относительно этих ребят? Мы много говорим о его борьбе, но что насчет его ударки? Я думаю, что у него настоящий динамит в руках. Он очень сильно бьет ногами, и они все сильны. Они все сильны в стойке. Но когда я хватаю, перевожу их, ситуация немного меняется, знаете. И я думаю, что от Дастина, от Конора и от остальных ребят он отличается тем, что он умеет бороться, так что мне будет потяжелее. Но я готов, чтобы хоть 100 раз пытаться перевести его на землю, если понадобится. Так что в субботу будет интересный бой. И тот же вопрос Джастину. Что ты думаешь об ударке Хабиба? Хоть ты и не пересматривал его бои в последнее время, из тех поединков, что ты видел ранее, как ты оцениваешь его ударку? Осторожней с моим джебом, брат. У меня хороший джеб. Да он много в чем хорош, и у него очень необычные атаки. Знаешь, и тайминг у него необычный. А все строится на тайминге и на дистанции. Это самое главное в бою. Я считаю, что и в аспекте ударки он боец мирового уровня. Хотя, судя по всему, он не планирует особо биться в стойке, он обещает мне 25 минут борьбы. Так что посмотрим, что он покажет. Вопрос Джастину Гэджи. Джастин, мы видели в одном из выпусков Embedded, что тебе удалось привести с собой свою семью, при том, что Абу-Даби не самое близкое место, это был долгий перелет. И мне интересно ментально, как сильно тебе поможет присутствие семьи на поединке? Знаешь, мои родители ни разу не вылетали из страны, а тут они летели бизнес-классом, тоже, кстати, в первый раз. Мой отец год назад ушел на пенсию, он 36 лет пахал на медной шахте. Моя мама все еще работает, но она выйдет на пенсию, если этот бой начнется. Когда прозвучит начальный гудок, я обеспечу ей выход на пенсию после боя. И она работала там, если не ошибаюсь, 35 лет. У них даже не было возможности никуда летать. Все заработанные деньги они вкладывали в меня, в моего брата и в сестру, чтобы дать нам возможность. Мы жили в 2 часах езды от города. Покупка школьной одежды была праздником для нас. Нас с братом возили на соревнования по борьбе по 2-3 часа, иногда приходилось оставаться на ночь. И финансово родителям приходилось очень тяжело, когда это происходило. И для меня нет ничего лучше на этой земле, чем возможность отплатить за это. Так что, знаешь, тот факт, что они здесь рядом со мной, когда я выйду в октагон, это никак мне не поможет, они не будут рядом со мной. Мой тренер Тревор Уитман будет рядом, только его голос я слышу. Но так я очень счастлив, что смог предоставить им эту возможность. Хабиб, на турнире, который проводился в честь твоего отца, ты выступил с речью и сказал, что очень важно подавать подрастающему поколению хороший пример. За пределами ММА, каким вкладом в общество ты гордишься больше всего? Что тебе, возможно, удалось сделать, став суперзвездой? Да много чего. Много чего. Знаешь, лично для меня самое главное — это быть рядом со своей семьей, со своими друзьями, со своими близкими. Потому что все эти слава, деньги... Сегодня ты чемпион, завтра все может измениться. Никто не знает, что произойдет, понимаешь? Для меня самое важное — это семья. И я очень горжусь именно этим, потому что, наверное, можно сказать, что я хороший, достойный сын своих родителей. Вопрос для Джастина Гэджи. Пару недель назад Али был на подкасте Schmoezone и рассказал о случае, когда ты несколько лет назад помогал Хабибу гонять вес на бой в UFC. Удалось ли тебе что-то извлечь из этих моментов, и сможешь ли ты как-то использовать это в предстоящем бою? Слушай, я гонял вес всю жизнь, он гонял вес всю жизнь. В этом нет ничего приятного, так что, если я рядом, и ты мучаешься весогонкой, я помогу тебе, неважно, кем бы ты ни был.
Я просто оказался рядом в тот момент и помог. Такой я человек. И ничего больше. Я помогал ему не для того, чтобы что-то узнать о нем или о его настрое. Я просто решил помочь ему, потому что ему нужна была помощь конкретно в этот момент. Вопрос для Хабиба. Твоя цель стать величайшим или одним из величайших на уровне Майка Тайсона и Мухаммеда Али? Что тебе еще нужно сделать, если ты побьешь Джастина Геджи, чтобы закрепиться в этой позиции? Знаешь, Мухаммед Али, он на другом уровне. Я думаю, знаешь, Майк Тайсон близок к этому уровню, но как личность Мухаммед Али на другом уровне. И чтобы я стал как они, не представляю даже. Это сложный вопрос. Когда я рос, я смотрел, равнялся на этих ребят, они величайшие. Так что не знаю, смогу ли я когда-то приблизиться к этим людям. Но у меня такой цели-то даже нет. Я просто хочу выигрывать каждый свой бой и... посмотрим в будущем. Потому что я еще не закончил, не показал все, что у меня есть. Хабиб, ты достойный человек, человек чести. За что ты хочешь, чтобы тебя запомнили, когда ты закончишь карьеру? Даже не знаю. Когда я закончу карьеру, я хочу уйти неоспоримым, непобежденным чемпионом легкого дивизиона UFC. И здесь, в спорте, у меня такая цель, а вне спорта, вне октагона, честно говоря, даже не знаю. У меня много целей, у меня много разных целей, и поживем увидим. Спасибо. Джастин. После UFC 244 Дастин Порье сказал, что в поединке с Хабибом он чувствовал, что он здесь не свой. Мне интересно, чувствуешь ли ты, что находишься на вражеской территории? Если поискать пару лет назад, я говорил, что хочу отправиться в Бразилию и биться с их лучшим бойцом, хочу отправиться в Ирландию и биться с их лучшим бойцом. И я хотел биться в России с Хабибом. Это настоящий хаос, знаешь. Они ведь, даже если фанаты против тебя, нет такого, что они правда желают тебе смерти. Но я в этой враждебной обстановке показываю себя лучшим образом. Жду не дождусь, когда уже вернется публика. Если бы сейчас 100 тысяч человек тут желали мне смерти, это было бы фантастически, это было бы прекрасным чувством. Окей, ребят, всем спасибо, мы вас ценим. Сейчас сведу бойцов для стардауна.